прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. За окном зима. Водитель идеально адует. Резин зимних надежно. С 1 декабря сотрудники госавтоинспекции начали рейды на наличие зимней резины на автомобилях. Памятка для водителей по управлению транспортным средством в период холодов в этом выпуске. Связь с миром. Опережением графика, можно сказать, качественно, В Шатойском муниципалитете через реку Келой-Ах торжественно открыли мост. Расскажем, в рамках какого нацпроекта он построен, поделимся характеристиками сооружений и стилем переправы. Чистота есть половина веры. Прямо здесь будет осуществляться сортировка мусора по 4 наименованиям. Это стекло, пластик, подбутылки и металл. В населенных пунктах республики установят порядка 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Но на этом не все. В скором времени начнут функционировать 4 мусоросортировочных комплекса и даже завод, который позволит обеспечить стопроцентную переработку отходов. В процессе активных заморозков автовладельцы меняют летние резины на зимние. Но, увы, не все. Немало и тех, кто относится неответственно. Именно на исправление таких недобросовестных водителей с 1 декабря сотрудники госавтоинспекции начали рейды на дорогах. Мадина Нусалчиева разбиралась обстановкой на магистралях региона. Приветствие, проверка документов и наличие зимней резины. Если же ее нет, вежливо просят не затягивать с этим и поскорее установить. Стандартная процедура, которая проводится каждый год. Это очень важно. Там и вопрос технического характера, и вопрос соблюдения и правил дорожного движения, так как в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, непосредственно в этот перечень входит наличие несоответствующих шин на транспортных средствах именно в зимний период для передвижения по дорогам обледеневшим либо заснеженным. Благодаря глубине протектора и хорошему сцеплению на снежных и обледенелых покрытиях дорог, шины позволяют водителю повысить контроль управления автомобилем и служат дополнительным элементом в организации безопасного управления автотранспортом. Снега в столице пока еще нет, но это не отменяет важности своевременной подготовки к нему. И поэтому уже с первых чисел декабря на дорогах сотрудниками дорожно-патрульной службы проводятся специальные профилактические мероприятия, в которых они настоятельно рекомендуют водителям дорожных средств укомплектовывать их соответствующими шинами. Приобретая комплект зимних шин, водитель в первую очередь увеличивает не только собственную безопасность, но и других участников дорожного движения. Водитель идеально адует. Резин зимних надежно. У меня летняя резина, тормозной пункт гению. Зимняя резина более-менее надежная. И скоростной режим соблюдатель. Сотрудники госавтоинспекции также просят пешеходов быть внимательными в условиях зимнего сезона и соблюдать правила перехода проезжей части. Мадина Нусалчиева, Шейх Мансур Умалатов, Сайцель Ампукаев, Вести Чеченская Республика. Торжественно открыли мост через реку Келой-Ах в Шатойском муниципалитете. Переправа построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Он связывает населенный пункт Нохчи-Келой с районным центром Шатой и с низменной частью республики. Мадина Кураева узнавала характеристики переправы. Мост позволяет пропускать автотранспорт через реку Келой-Ах. Он соединяет селение Нохчи-Келой с районным центром Шатой. Также дорога ведет к почитаемому мусульманами Зиярту имени Ахмада Шейха. Переправа обеспечит бесперебойный проезд и безопасное передвижение в любое время года.
На торжественное открытие прибыли глава Шатойского района Руслан Акаев, старейшины и жители селения. Собравшиеся прочитали дуа и перерезали красную ленту. Необходимость моста была. Из-за повторяющихся паводков добраться до селения представлялось невозможным. Построили новую переправу по поручению руководителя субъекта Рамзана Кадырова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также нет еще отсыпка дорог полностью. Мост двухполосный, ширина составляет более 11 метров, а длина сооружения почти 33. Отведено место и для пешеходов. Переправа находится на 6-м километре от автодороги Шатой-Шаро-Аргун-Химой. Задача опередила намеченные сроки. Потребность этого моста сейчас очень давно. Полностью изолировать с этим положением. На 22 год мост с опережением графика, можно сказать, Открытию моста безмерно рады и местные жители. Для них он стал большим подарком. Токела, хидала, мечавахва, мегдусага ламчу, милочмети. Дел резхил ебол вейтинчун, ебол деригвей беркат, дел газут обул дел Ахмад Хажиду. Стоит отметить, что Чеченская республика в лидерах по реализации нацпроекта. В этом году в рамках «Безопасные и качественные дороги» в регионе открыли 3 моста, один из которых реконструирован, а другой отремонтирован. Мадина Кураева, Аслан Ахматов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Теперь грозненцы получают информацию о прибытии общественного транспорта онлайн. На умных остановках установлены цифровые информационные табло, которые сообщают о времени прибытия транспорта с учетом трафика движения. На монитор выводится и обозначение о начальной и конечной остановках. Адам Магомедов о ноу-хау, которое делает жизнь людей более комфортным. Цифровые технологии быстрыми темпами внедряются во все сферы жизни населения. Региональная навигационная информационная система способна обрабатывать данные о движении порядка 1000 пассажирского транспорта, и это количество будет только увеличиваться до достижения 100% показателя. В настоящее время в Грозном существует 30 остановок, на которых установлены вот такие информационные табло. Они сообщают о времени прибытия транспорта с учетом трафика движения и, конечно же, общей ситуации на дороге. Также расписание выведено прямо на экраны, то есть любой пассажир может быстро найти номер своего автобуса и узнать, сколько ему осталось ждать до его прибытия. Функционирует система в рамках реализации полномочий государственных органов в сфере навигационной деятельности на базе Центра информационных технологий при Министерстве транспорта и связи региона. Здесь же находится главное серверное хранилище, которое и контролирует ее работу. Данное помещение защищено по всем требованиям ФСБ и ФСТЭКа, оборудовано и видеонаблюдением, оборудовано газопожаротушением, то есть всем современным требованиям, предъявляемым к серверам. Функционирует оно 24/7. Помимо этого, Министерством транспорта и связи региона совместно с компаниями Транссервис и социальной системы реализован пилотный проект по внедрению системы безналичной оплаты проезда. Новая функция довольно удобна для пассажиров, ведь копаться в кармане в поисках мелочи больше не придется. Вообще удобно. Средняя стоимость оборудования составляет 80 тысяч рублей, что является большой финансовой нагрузкой на предприятие, поэтому внедрение новой системы ведется на условиях аренды или за счет транспортных предприятий. Если данный проект получится успешным, то есть мы на это надеемся, у нас есть договоренность с этим предприятием, социальной системой, что они еще дооборудуют 600 единиц транспорта. Новые проекты помогают делать систему наземного общественного транспорта удобнее для пассажиров и значительно повысить уровень жизни населения. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Автор проекта «Эхо Алтайского края» земляки Светлана Карелова посетила Чеченскую республику. В Национальной библиотеке с гостем встретились представители правительственных и общественных организаций. Проект «Земляки» создан с целью укрепления отношений между народами России и ознакомления с культурой национальностей страны.
Сотрудничество с проектом общественников региона началось еще в 2011 году, когда на Алтае было проведено мероприятие в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Спикеры отметили, что только изучая и уважая культуру друг друга, люди смогут сохранить дружбу и целостность государства. Собравшиеся подвели итоги совместной работы и обсудили планы будущих совместных мероприятий. Если мы сегодня, взрослые, так скажем, люди, не будем подключать вас, молодежь, то современную историю абсолютно некому будет продолжать. Поэтому все мероприятия, которые проводятся в рамках этого фестиваля, они, конечно, для молодежи, чтобы им было интересно, потому что без прошлого навряд ли можно построить настоящее. В населенных пунктах республики до конца года установят порядка 7 тысяч пластиковых мусорных контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. Его будут сортировать на стекло, пластик, металл, бумагу. Вместе с тем завершается строительство 4 мусоросортировочных комплексов. Но и это не все. В скором времени будет начато возведение завода, который позволит обеспечить 100% переработку отходов. Медина Мударова о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Многие жители Грозного могли заметить и даже оценить в своих дворах обновленные мусорные контейнеры. Уже приевшиеся старые металлические баки заменяют на пластиковые. Но это не обычные емкости для мусора, а контейнеры для раздельного сбора. В одних собираются твердые отходы, а в других – пищевые. В рамках нацпроекта «Экология» уже закуплено 7 тысяч контейнеров, которые до конца года установят по всей республике. Также региональным операторам закуплена техника. Это мусоровозы, которые позволяют работать с такими контейнерами, которые у нас сейчас имеют колеса, которые можно передвигать, то есть выдвигать из своего места, и мусоровозы задней погрузки их будут уже дальше транспортировать на мусоросортировочные комплексы. Как только баки наполняются, отходы отвозят в мусоросортировочные центры. Их в Чеченской Республике 4. Строительство почти завершено. Один из них находится недалеко от села Самашки Очкой-Мартановского района. Он возведен в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Будет принимать мусор с 3 районов республики. Это Силоводского района, Очкой-Мартановского района и часть Урус-Мартановского района. Значит, работающих мест в комплексе будет 16. Мусоросортировочный центр площадью в 2 гектара будет принимать 50 тысяч тонн мусора в год. Комплекс предназначен для механизации процессов обработки твердых коммунальных отходов, взвешивания, сортировки и брикетирования полезных фракций. Прямо здесь будет осуществляться сортировка мусора по 4 наименованиям. Это стекло, пластик, подбутылки и металл. Отсортированное сразу же скидывается в контейнеры и отправляется под пресс, который находится прямо вот здесь. Далее из них делают брикеты, а весь оставшийся мусор отправится в полигон. Также в рамках нацпроекта с 2023 года планируется строительство экотехнопарка, который будет перерабатывать вторичные материальные ресурсы. Строительство подобных заводов призвано решить растущую проблему загрязнения окружающей среды и истощения запасов природных ресурсов. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Рахман Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.